Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Соколова, я стилист, практикующий стилист. Я занимаюсь тем, что подбираю девушкам стильные, интересные образы, разбираю гардеробы и помогаю найти свой индивидуальный стиль. Сегодня мы с вами снимаем очень интересный сюжет специально для вас о том, как выглядеть стильно зимой. У нас есть 3 варианта обуви и также есть несколько вариантов одежды, которые мы будем комбинировать так, чтобы Ванесса выглядела стильно и по возрасту. Что мы для тебя выбрали? Для тебя мы выбрали обычные прямые брюки с интересным стилизованным элементом в виде разреза внизу. Также мы подобрали пиджак с косым низом, который является вроде бы как и базовым, классическим, но в то же время является очень интересным и отражает твой такой мятежный дух, да, и молодую натуру. Под низ мы подобрали белую футболку как стандартный вариант, который является одним тоже из простых инструментов в многослойных приемах одежды. Учитывая, что ты еще школьница, то для тебя это тоже отличный вариант. Если вдруг становится прохладно и хочется утеплиться, то можно футболку поменять на водолазку. В случае, если, допустим, у тебя будет более такой нарядный выход, то ты можешь позволить себе одеть блузку под этот костюм. Можешь, в принципе, носить ее даже на футболку. В зимнее время это будет гораздо практичнее, надежнее и теплее. Ботинки сочетаются очень здорово с брюками. Также я думаю, что с этими ботинками очень здорово будет сочетаться вот такой вот трикотажный теплый костюм. В таком костюме ты сможешь ходить на встречи с друзьями, с подругами или же даже в театр, в случае, если у тебя будет маленькая сумочка и совсем другая обувь. Сейчас мы с тобой поменяем пиджак на более комфортный образ. Например, я предлагаю воспользоваться вот таким вот кардиганом. Ты сможешь носить его как с платьем в дальнейшем, например, как с джинсами в сочетании с футболкой, с теми же самыми водолазками, которые я предлагала до этого, тебе всегда будет тепло. Ты можешь подобрать себе ремень, тканевый, можно кожаный. Материал, который у тебя ближе к телу находится, он должен быть из максимально натуральных материалов. В том случае он будет дышать и сохранять тепло гораздо лучше. Стилистом я работаю уже почти 1,5 года. Заниматься я начала этим в Санкт-Петербурге. Потом я вернулась в Якутск. Мне захотелось углубляться в это, потому что эта сфера в Якутске на тот момент была недостаточно развита. Ездила в Москву, обучалась в школе стиля School Gosh. Это одна из лучших школ стиля. Сейчас я продолжаю обучение, учусь уже у стилиста Галы Борзовой, которую многие знают как нашу землячку. То есть прохожу ее курс, и я считаю, что наш внешний облик является нашей визитной карточкой. И большинство девушек, да, в Якутии и вообще, в принципе, молодых людей очень современные, очень стильные, и порой нужны просто совсем маленькие рекомендации, и все становится совсем по-другому. Сейчас мы с тобой подобрали стильный, современный образ. Здесь у нас с тобой замшевые сапоги, стилизованные под казаки. Это один из трендов, устойчивых даже уже трендов. Высокие сапоги – это всегда гарантия того, что нога твоя будет в тепле, икра в том числе. Также такого рода сапоги, в принципе, можно носить под брюки или под брюки-кюлоты, или сейчас под популярные джинсы, момс, да, широкие. И тем самым, опять же, создавать такую двойную защиту в плане тепла. Также один из трендов сезона – это эко-кожа. Она у тебя в бермудах, да, в данном случае отражается, интересного винно-бордового цвета. Что хочется сказать об эко-коже, в зимнее время это очень практично, потому что, во-первых, она не замерзает, то есть не встает колом там, и так далее. Во-вторых, она не продувается, только нужно обязательно, конечно же, носить какие-то термобелье, колготки и так далее. Этот момент упускать нельзя, все-таки зима у нас с вами суровая. Сверху подобран шерстяной свитер естественного такого оттенка. Его можно, опять же, носить как в школу, так на встречи и в зимнее время в сочетании с футболкой под низ, с водолазкой под низ или же накидывать его на платье. Также я рекомендую воспользоваться пиджаком или какой-то верхней одеждой, которая, допустим, сделает твой образ гораздо теплее. Потому что все мы знаем, что у нас есть с вами и куртки, и шубы, и так далее, да, но все равно под низ нам с вами приходится обычно в сочетании что-то придумывать. Какой-то шарф дополнительный, да, женщина на поясницу завязывает и так далее. Я рекомендую иметь шерстяной пиджак. Или же сейчас есть такой тоже тренд интересный на куртки тонкие, да, ультралегкие куртки из гусиного пуха. Пиджак, конечно, который вы носите на свитер или носите вторым слоем, лучше взять размером чуть больше, потому что чтобы это не сковывало движение, во-первых. Во-вторых, когда между вами и одеждой есть воздух, воздушная подушка, тем самым лучше сохраняется тепло, то есть ваше естественное тепло, оно задерживается гораздо дольше. Вот так. Как тебе образ? Очень нравится. Стилистов в Якутске на данный момент, по-моему, человек 12. Ну, то есть вот кто плюс-минус этим занимается. У всех маленько разные специальности.
специализации, потому что стилистика, она тоже внутри уже подразделяется. Вообще, я думаю, что можно большинство из нас найти в Инстаграме, потому что все-таки сейчас такое время, да, и почти все стилисты в Инстаграме, в том числе и я. Почти все мои первые клиенты, которые были на самом начальном этапе, там 1,5 года назад в Якутске, это были все люди из Инстаграма. И сейчас популярны обзоры в Инстаграме, да, магазины сейчас базируются в Инстаграмах очень часто. И, конечно, наша работа, она перенеслась в какой-то онлайн-режим, возможно. И сейчас даже делают онлайн-разборы гардероба, да, то есть можно со стилистом связаться по скайпу, по фейстайму, и он тебе уже разберет гардероб, с тобой сходит по магазинам. То есть сейчас уже такой формат есть. Мы все многофункциональные в большинстве своем стилисты. То есть мы как стилизуем съемки, допустим, коммерческого характера для рекламы, да, точно так же мы делаем творческие съемки, почти так же мы работаем с магазинами, то есть занимаемся продвижением их, да. И, конечно, у нас есть частные клиенты. Частные клиенты – это люди, и это разбор гардероба. Это шопинг-сопровождение, то есть хождение по магазинам. Это может быть онлайн-шопинг, это может быть онлайн-разбор гардероба, как я уже, да, ранее упомянула. То есть вот в таком вот формате мы работаем. В среднем цена по городу – это где-то 5000 рублей за разбор гардероба, да, в среднем 5000 рублей за шопинг-сопровождение, там где-то 4 часа, да, шопинга. То есть есть стилисты в Якутске, которые занимаются только шопингом и только разбором. Есть те, кто многофункциональный, допустим, как я, там, как Светлана Ховарова, как Бэма Лазарева, да, но это те девушки, с которыми я общаюсь, я точно могу сказать, что у них очень тоже широкий спектр услуг. Вот мы, в принципе, в какой-то мере у нас даже идеология где-то похожа. Один из лучших вариантов для сочетания платья, да, легкого платья в зимнее время, это создание, опять же, многослойности. И под низ мы чаще всего выбираем водолазки. Водолазки или лонгсливы, то есть лонгслив, он у нас идет без ворота. Стараться нужно, чтобы водолазки были из натуральных материалов, чтобы вам точно было тепло. И поверх вы, то есть, можете уже накинуть какое-то легкое платье. В данном случае у нас шелковое платье. В другом случае можно было накинуть какие-то шифоновые платья, платья из какого-то другого легкого трикотажа или, допустим, из эко-кожи из той же самой, да. Что здесь немаловажно? У нас красивые унты, они являются акцентным элементом в образе. Значит, вместе с тем, одежда у нас должна быть как-то спокойная, может быть ярких оттенков, но фасоны должны быть более сдержанные, возможно, не принтованные, да. А унты у нас являются дорогим, красивым, богатым аксессуаром. Потому что очень часто у нас к унтам относятся уже тогда очень пресловуто, типа опять эти унты, что происходит, и как бы игнорируют вообще, то есть носят их с ватниками, там, да, и ватники поверх унтов. Тем самым портят мех, допустим, да, на своих унтах. А когда мы с вами демонстрируем свое богатство и красоту, то выглядит всегда очень стильно, ярко, поэтому стоит гордиться этим и носить так, чтобы их было видно. Зима – это интересное время года, когда каждому из нас приходится быть максимально фантазийным и проявлять себя в одежде особенно интересно, так как у нас особенные условия. Каждый из нас может быть тем, кем является на самом деле, и поэтому не изменяйте себе, а носите то, что вам нравится, будьте стильными.